Книга «Миф о Сизифе» Альбера Камю ценна тем, что она отвечает на один из самых острых вопросов жизни. Как жить, если жизнь не имеет заданного смысла? Камю не уходит в какие-то утешения или в религию. Он честно говорит об абсурде, о том, что мир молчит и человек ищет смысл. И вместо отчаяния он предлагает неожиданное решение – принять этот абсурд и жить, несмотря на него. Главная ценность книги в том, что она учит не сдаваться перед бессмысленностью, показывает, что свобода начинается с принятия реальности и дает идею, что сама борьба и есть смысл. Вспомним некоторые цитаты из этой книги. «Солнца нет без тени, необходимо познать ночь». Я думаю, что здесь имеется в виду именно внутренняя ночь человека. Имеется в виду, что человек должен познавать свою теневую сторону и вырасти из нее, а не игнорировать. Потому что если человек ее игнорирует, если он себя не познает со всех сторон, то он обречен оставаться в плену своих недостатков, так сказать. Сизифа следует представлять себе счастливым. Это один из главных ответов книги, что тот самый Сизиф, которого мы знаем, который катит на огромную гору тяжелейший камень. И, казалось бы, в чем смысл такого труда? Найти радость в том, чтобы это делать. Всегда просто быть логичным, но почти невозможно быть логичным до конца. Это о том, что любая логика придет к тупику. Логика не может быть бесконечной. Человек сознателен ровно настолько, насколько не скрывает от себя своего страха. Это о честности, хотя бы с самим собой. Человек, который честен с собой, знает свои страхи, он уже вооружен. Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне противостою всем своим сознанием, моим требованиям вольности. Ничтожный разум противопоставил меня всему сотворенному. То есть, как часто наш ум отделяет нас от этого мира. Человек способен видеть и познавать лишь окружающие его стены. Это об ограниченности нашего восприятия, о том, что мы часто не способны заглянуть за эти стены нашего восприятия, которые мы создали сами. Реальность своей бесчеловечностью подчеркивает величие человека. То есть в нашей так называемой действительности есть много бесчеловечного, такого животного, правила игры какие-то жестокие. А человек может быть выше этого, если он постоянно работает над собой. Жизнь слишком быстро входит в привычку. Хочешь заработать деньги, чтобы жить счастливо, и в итоге все силы, весь цвет жизни уходят на их добывание. Счастье забыто, средство принято за цель. Здесь без комментариев. Есть люди, созданные для жизни, есть созданные для любви. И вновь о двух категориях людей, где одни подстраиваются под правила этой жизни, какими бы они ни были. А есть люди, которые все-таки живут по сердцу и идут путем своего сердца. Это, наверное, самые сильные люди. Жить значит поддерживать абсурд, а не пытаться его устранить. Бунт придает жизни ее ценность. Судьба принадлежит нам, если мы ее принимаем. То есть судьба человека — это то, что мы принимаем, мы соглашаемся. На что мы соглашаемся, то и является нашей судьбой. Проще говоря, это книга о внутренней силе человека, который выбирает жить осознанно, ясно и без иллюзий. Et pas seulement parce qu'il est connu que les intellectuels, qui sont rarement aimables, arrivent difficilement à s'aimer entre eux, non. Mais voilà, dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Мы и вспомнили одну из главных книг в этом жанре. Если есть что добавить, порекомендовать, сказать, всегда пожалуйста.
Что касается франкоязычного контента, то его лучше делать на отдельном канале, потому что алгоритмы YouTube никак не воспримет на этом канале другой язык, кроме русского. Его приходится каждый раз в настройках перенастраивать с русского на французский, поэтому будет логичнее сделать другой канал. Если найдете еще какие-то цитаты, интересные выдержки из этой книги, которые вам понравились, будет интересно почитать в комментариях.